Что ждет Казахстан в 2019 году? В первую очередь это, конечно, различные новые экономические правила, которые были придуманы в 2018 году или даже ранее и начали действовать в 2019 году. К числу таких нововведений относятся: 2019 год объявлен годом молодежи, а значит, будет много посвященных этому мероприятий. Будет реализовываться дорожная карта по модернизации органов внутренних дел. Новые правила оплаты государственных служащих будут внедряться в других государственных органах. Будут переизбраны все республиканские и региональные общественные советы. На онлайн-контрольно-кассовые аппараты переведут 633 вида деятельности, то есть такие кассовые аппараты будут стоять практически везде и пересылать данные в Комитет государственных доходов. Самозанятые начинают платить единый совокупный платеж. Беспошлинный ввоз товаров для личного пользования согласно новым нормам ЕАЭС Евразийского экономического союза с 1000 евро уменьшился до 500 евро. Частичный переход на электронные счета-фактуры. Отменено вознаграждение от банков за хранение денег на текущем счете. Вступили в силу правила регистрации сотовых телефонов, чья сим-карта, тому и принадлежит телефон. Минимальная заработная плата повысилась с 28 тысяч тенге до 42 тысяч тенге. Будет проведена налоговая амнистия для 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса, 31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей, которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность. Индивидуальный подоходный налог для работников с заработной платой меньше 63 125 тенге уменьшится с 10% до 1%. Эти довольно важные для страны в целом мероприятия скажутся на жизни страны. Но в целом год обещает стать трудным для Казахстана, причем как внутри, так и снаружи на страну будут давить многочисленные негативные факторы.